Приветствую зрителей национальной вещательной компании «Саха». В эфире специальный выпуск новостей. С вами Влад Давыдов. Сегодня, 27 сентября, республика отмечает День государственности. Ровно четверть века назад, в 90-м году, была принята декларация о государственном суверенитете Якутской Саха-Советской Социалистической Республики, которая стала началом новейшей истории экономического, культурного, научного развития республики. В День государственности Якутии торжественные мероприятия проходили по всей республике. Основные традиционно состоялись в Якутске с участием первых лиц и общественности. Репортаж нашего корреспондента Розалии Борисовой. День республики начался с возложения цветов к памятникам государственным деятелям Якутии Платону Аюнскому и Максиму Амосову, людям, стоявшим у истоков образования государственности Якутии. 25 лет назад, в 1990 году, 27 сентября, путем долгой и упорной борьбы была принята декларация о государственном суверенитете республики. В этот день Якутия получила автономию и самостоятельность в составе российского государства. На торжественном заседании первый президент республики Михаил Николаев вспомнил основные ключевые моменты в истории развития республики, как создавалась новая экономика и как республика шла к своему первому миллиарду, как начиналось освоение полезных ископаемых в промышленных масштабах, как строились целые города и о том, как укреплялся статус Якутии. Первая из республик принимал Карелия. Мы ждали, как поведет Карелия, потому что все республики друг друга смотрели. Карелия практически ничего не изменила, начиная от названия, кончая содержанием. Карельская республика Карелия. Это Юлия. В августе принимал свою конституцию Татарстан. Мы ждали, как поведет Татарстан в этом вопросе. Татарстан сделал практически здравому человеку непонятный шаг. Он объявил себя ассоциированным членом Российской Федерации. Я, шутя до сегодняшнего дня, спрашиваю, что такое это ассоциированный член. Или вы в составе России, или не в составе России. Но так было на самом деле. И вполне естественно, Татарстан не подписывал федеративный договор, считая себя не составной частью, не субъектом Российской Федерации. Конечно, многие ждали нас, как поведет Якутия. Мы постоянно говорили, мы в составе России. Испокон веков не мы сегодня определяем вектор развития, а наши предки определили 300 с лишним лет тому назад, и мы никогда не уйдем в состава России. И вот после дебатов, о котором я рассказал, 2 дня обсуждали, рассматривали и приняли. Преобладающим конституционным большинством этой декларации мы объявили себя в составе Российской Федерации. Ну а потом другие принимали участие. В День республики также отметили якутян, внесших неоценимый вклад в развитие республики. Самой высокой наградой Якутии орденом «Полярная звезда» глава наградил Игоря Соболева, исполнительного директора акционерной компании «Алроса». Алмазный гигант был создан в период становления Якутии. Сегодня является главной компанией, ключевым сектором в развитии экономики республики. Хочу подчеркнуть еще раз, что именно благодаря нашим общим усилиям сегодня акционерная компания «Алроса» имеет такие высокие показатели, и так много раз про нее можно сказать, что она первая. По итогам реализации программы мы сможем вести производственную деятельность по самым высоким экологическим стандартам с минимальным ущербом природе. Сегодня уже 3-е поколение алмазодобытчиков продолжает дело своих отцов и дедов. Проявляя высокую работоспособность и профессионализм, алмазники способствуют росту экономики Якутии, приумножают мощь России. Для многих тысяч человек, приехавших в разные годы в этот суровый край по зову сердца, Якутия стала вторым домом.
Она для наших детей, родившихся здесь, Родиной. Мы чтим заслуги старшего поколения, но и сами стремимся внести весомый вклад в дальнейшее развитие республики. Уверен, какие бы сложные задачи ни стояли перед нами, мы достойно выполним их, продолжая славные трудовые традиции. Лучшие врачи, учителя, труженики также сегодня были удостоены высоких наград. Ну, трудно оценить. Конечно, проработала я уже 50 лет, поэтому, конечно, вот могу оценить, какое было здравоохранение в начале и какое оно стало сейчас. Сейчас, конечно, это труд коллективный, сейчас одному невозможно, сейчас очень много специалистов принимает участие в реализации. Ну, а наша задача самая ближайшая – это борьба с сердечно-сосудистой патологией. Большое спасибо, конечно, Республике Саха-Якутия, которая предоставила нам такую большую возможность быть награжденными в Российской Федерации. Мы этого все не ожидали. Это очень нас обязывает воспитание подрастающего поколения. Но, можно сказать, на примере своих детей. Мы до сих пор работаем в школе и воспитываем детей. 25 лет назад Якутия стала третьей республикой в стране, получившей самостоятельность. 27 сентября приняли поворотное, исторически важное, ключевое и единственно правильное решение в развитии Якутии. Решение быть самостоятельной республикой в составе российского государства. Розалия Борисова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск. Как закрепить государственность Якутии? Об этом рассуждал сегодня глава республики в ходе торжественного собрания. Мы хотели бы сегодня все-таки думать, как закрепить государственность. Завоевать, как всегда говорят, одно дело, а закрепить это другое дело. И сегодняшнее поколение руководителей республики, сегодняшнее поколение якутян могут ли это сделать? Могут ли это сохранить и умножать? Чтобы мы эту государственность усиливали, брали на себя ответственность и занимались дальше. Я думаю, что мы можем. И для этого надо сделать, обратить внимание на 4 вопроса. Я считаю, и это будет приоритетом в дальнейшей нашей работе. Первое, мы все-таки должны понимать, что органы государственной власти республики очень много внимания должны уделять по реализации полномочий, которые определили политико-правовую, социальную, экономическую и культурную самостоятельность республики как субъекта Российской Федерации. Мы должны вести эффективную деятельность. И я считаю, что работа в этом направлении ведется очень активно. Мы много вносим предложений. Особенно это касается межбюджетных отношений, в экономических вопросах. И мы достигаем очень хороших результатов. Дальше мы должны вести речь именно с учетом того, что, поднимая роль государственных органов власти, вот это разделение привести именно в практической плоскости и получать конкретные результаты. Мы в этом случае очень хорошо видим и те программы, которые принимаются на федеральном уровне. То есть, первое, мы должны поднять роль самих органов власти республики. Во-вторых, это полномочия и участие в программах. Мы сегодня в результате такой наступательной деятельности приводим последние годы в среднем в год по 50 миллиардов рублей. Я считаю, это мало. Нам надо еще двигаться. Следующее. Во многом решающим фактором укрепления нашей государственности и ускоренного развития республики в целом должно становиться совершенствование института самоуправления, органов муниципальной власти. Сегодня это единственный инструмент, который находится рядом с нашим народом, который является основополагающим для дальнейшего развития государственности республики. И я думаю, что
те меры, которые принимаются на уровне республики, поддержка создания финансовой основы, экономической основы муниципалитетов должна являться одним из самых главных приоритетов для дальнейшего укрепления нашей государственности. Так, ну и главный вопрос, который сегодня особенно нас всех должно беспокоить, над которым мы должны работать, это двигаться к построению неравнодушного, инициативного гражданского общества. Люди должны научиться самоорганизовываться для решения насущных проблем. Народные сходы, общественные советы должны стать повсеместной практикой. Мы сегодня принимаем много решений для того, чтобы укреплять это направление. Ответственность должны брать на себя главы поселений, лидеры общественного мнения, старожилы, интеллигенции и так далее. В конечном счете мы должны быть через 30-40 лет убеждены в том, что органы местного самоуправления должны иметь гораздо более значимый статус для населения республики. Сегодня я должен сказать, что День государственности республики – это важнейшая историческая дата, которая должна отмечаться и впредь как символ вековых устремлений народов Якутии. Я еще раз говорю, испокон веков этот вопрос стоял и будет стоять, и с нас будет требовать. Поэтому сегодня речь идет о том, что мы никогда не должны забывать, что именно государственность является основой нашего развития. Возложением цветов к памятникам видных деятелей отметили День государственности в городе Вилюйске. Помимо этого, по району были организованы книжные выставки, тематические собрания, ярмарки и многое другое. Сюжет наших коллег в Вилюйском районе. Общественность города Вилюйска и гости Улуса традиционно начали отмечать День государственности с возложения гирлянд и цветов к бюсту первого секретаря Якутского обкома КПСС Гаврила Иосифовича Черяева. В Вилюйском Улусе в память о видном государственном деятеле в настоящий момент работает дом-музей. Названа улица, и его имя гордо носит школа номер 1. В рамках мероприятий ко Дню государственности в школе проводились уроки экскурсии на улицах города Вилюйска, которые носят имя государственных деятелей Степана Максимовича Аржакова, Исидора Барахова и Гаврила Иосифовича Черяева. Красные часы и уроки мужества. Наравне с Платоном Аюнским, совместно с другими, автором Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР был Степан Максимович Аржаков. Стоит отметить, что в прошлом году вилюйчане широко отметили 115-летие видного государственного деятеля. По итогам этих мероприятий население выдвинуло предложение по дальнейшему увековечению имени Аржакова. В частности, мы желаем, чтобы в городе Вилюйске был музей государственности имени Аржакова. И эти предложения были доведены до руководства Республики Саха-Якутия. По распоряжению главы Республики Саха-Якутия об увековечении памяти Аржакова намечено несколько мероприятий. В частности, разбивка сквера в городе Якутске совместными усилиями имени Степана Аржакова. Для этого проводятся изыскательские мероприятия с администрацией города. И мы планируем, что к следующему юбилею мы будем иметь сквер Аржакова в городе Якутске. В программе проведения Дня государственности была организована сельскохозяйственная ярмарка, а также в рамках празднования проведена первая арт-ярмарка, на которой каждый житель и гость города мог поучаствовать в бесплатной фотосессии. Я считаю, что это полезное мероприятие также и для молодежи, потому что активность. Может быть, кто-то, придя на выставку, да, или там на фотосессии, понял, что фотография это его, может быть, ну, что-то, какие-то размышления пошли. Может, посмотрели какие-то картины и, ну, фотокартины, получается. Фотокартины эти, и подумали, что, ну, неплохо было бы и мне, может быть, заняться этим и так далее. Помимо всего этого, для общественности района проведено торжественное собрание, а также вручены паспорта Российской Федерации юным вилюйчанам. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск. Торжественные события ко Дню государственности состоялись и в поселках, и на слегах Мегино-Кангаласского района. Репортаж Екатерины Ефремовой.
Традиция отмечать День государственности Республики Саха-Якутия возложением венка у подножия памятника Семену Захаровичу Борисову зародилась в 2011 году. Тогда, в честь столетия со дня рождения видного государственного деятеля Семена Захаровича Борисова, на территории школы села Ламтука был установлен этот памятник. Семен Захарович Борисов – один из руководителей высшего звена республики. С 1951 года более 14 лет проработал первым секретарем Якутского обкома партии. С его именем тесно связаны развитие транспортной схемы и средств связи, укрепление хозяйств аграрного сектора, мелиорация земель, механизация трудоемких процессов. Значительная его роль в становлении и в развитии алмазной промышленности. Много внимания он уделил развитию науки, народного образования, здравоохранения и культуры. Мы гордимся именем Семена Захаровича Борисова. Во время войны и после войны он руководил и сделал для нашей республики очень многое. В этот день в селе Хара состоялось открытие бюста Гаврила Николаевича Григорьева, известного в народе как сын Каралыр-Кабырыз. В памяти жителей Наслега Гаврил Николаевич остается человеком, который в тяжелые голодные годы войны своими действиями помог выжить всем жителям Наслега. В годы войны вглубь тайги он спахал пашню для своих колхозников и посеял там зерно, пшеницы. И каждый день он каждому члену колхоза и семьи его давал общественной столовой чашку каши. На открытии присутствовали одна из дочерей, внуки и правнуки Гаврила Николаевича Григорьева. Наши аксакалы все равно рассказывают, что в те трудные годы войны он спас буквально от голодной смерти своих односельчан. Также воспитал, взял в свою семью детей-сирот, которые остались. И они бы могли бы не выжить, конечно, да. И благодаря этому человеку выжило очень много людей. Конечно, бесконечно благодарны все население. На заново построенном монументе Победы в селе Хара будут поставлены еще 9 бюстов самым почитаемым людям, которые стали примером героического труда, патриотизма. Для создания единой композиции автором всех бюстов, как и бюста Гаврила Николаевича Григорьева, станет скульптор Егор Агатоев. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, НВК Саха, Мегнокангаласский улус. В Хангаласском улусе по случаю праздничной даты общественность района приняла участие в торжественном собрании. В школах прошли уроки государственности, а молодежные активисты провели флешмоб. А сегодня возложили венки к памятнику братьев Ксенофонтовых. Словно солнце над страной моей. Мы сегодня не должны забывать наших Платона Алексеева, Платона Аюнского, Сидора Барахова, Максима Амусовича. И в том числе мы сегодня Хангаласа тоже считаем, что вот братья Ксенофонтов тоже какую-то лепту для образования автономной республики провели. И поэтому сегодня мы считаем, что они как политическими лидерами тоже. И сегодня вот наш улус гордится ими. А в городе Алдане в местной гимназии в честь Дня государственности республики провели торжественную линейку, рассказывает Татьяна Вахнина. Рассказы о достижениях современников и почтение памяти выдающихся деятелей ушедших эпох, теплые поздравления и доброе напутствие. В актовом зале Алданской гимназии состоялась торжественная линейка, посвященная Дню государственности Якутии. На мероприятие гимназисты пригласили старшеклассников школы номер 2. Патриотизм есть залог процветания Родины. Данное утверждение и явилось главной темой линейки. Конечно, дети должны иметь представление о том, о тех исторических ценностях той республики, где они живут, того места. Краткие экскурсы в историю Дня государственности чередовались с национальными танцами и патриотическими песнями. Начальник департамента образования по Алданскому району Елена Хрущ, присутствовавшая на линейке в качестве почетной гостьи, отметила, что особые надежды главным образом возлагаются на молодежь. Директор гимназии Ольга Сухинина в приветственном выступлении для школьников подчеркнула необходимость получения профессии. Этот день государственности нашей республики очень важен для каждого из наших ребят. Мы всегда проводим торжественные линейки, готовимся к ним. И я очень люблю свою республику. Думаю, что это важно. Важен патриотизм.
В Алданском районе День государственности Якутии отмечается широко и торжественно. В преддверии праздника линейки, классные часы и круглые столы проходят во всех учебных заведениях. В учреждениях культуры состоятся концерты и творческие вечера. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан. От имени национальной вещательной компании «Саха» еще раз поздравляем жителей Якутии с Днем государственности республики. Удачи вам, берегите себя. До свидания.